Когда мы говорим про ведическую философию, многим кажется, что это никак не связано с нашей культурой. Но если мы понаблюдаем, например, да, вот Норуз у нас есть разные праздники, да, и там везде у нас такой есть ритуал, когда наши бабушки такой вот благословляют, да, сарчой, например, благословение от Умай, например, да, молится Умайне, мать Умай. Это есть богиня Ума, например, богиня Шакти, то же самое. То есть наши древнекыргызские знания Да. это в целом Это, про человечество. да, это и есть ведическая культура. Ну, сейчас вот идет пробуждение, да, например, богини Умай, да, вот даже в песнях везде мы слышим Умай, это есть Умай. Или, например, в ведической философии есть, там есть богиня Шакти, и у Шакти 108 имен. Одно из этих имен это Ума. Ну, то есть здесь про одно и то же. Умай, Умай, Ума это одна и та же богиня. А с чем связано пробуждение Умай? Ну, здесь что-то материнское. Вот сейчас везде идут войны, конфликты, да, и богиня, может быть, пробуждает людей, чтобы был мир. То есть это все-таки материнское. То есть Бог в виде материнской любви проявляет себя.